Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. И сегодня в выпуске. Январские тезисы Трампа и компромат компромату рознь. А также при каких условиях Америка признает Крым российским и как бизнесмены в администрации Белого дома расставят внешнеполитические акценты в отношениях с Россией и Украиной. Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». Специальный гость нашего эфира – российский политический деятель Илья Яшин. Одно из главных событий недели – первое лобовое столкновение Дональда Трампа с американскими журналистами в формате пресс-конференции. До этого избранный президент США оповещал общественность о своих мыслях и намерениях преимущественно в Твиттере. Пресс-конференция состоялась на фоне громкого скандала с компроматом, который якобы собирали на Трампа в России для последующего шантажа на высоком уровне. Данные об этом были опубликованы изданием BuzzFeed и получены предположительно от бывшего сотрудника британской разведслужбы Ми-6. Сам Дональд Трамп исключил наличие у Кремля компрометирующих его материалов личного характера, но признал, что Россия стояла за кибератаками во время американской избирательной кампании. Вкратце о первой и последней пресс-конференции Трампа до его инаугурации рассказывает Рафаэль Сааков. «Думаю, это была Россия», — ответил Трамп, но тут же добавил, что хакерские атаки на США пытаются проводить и многие другие страны. Кроме того, президент-республиканец, пожалуй, впервые раскритиковал действия президента России Владимира Путина, который, по данным американских разведслужб, лично отдавал указания по вмешательству. Он не должен был делать это, и он не будет делать это. У России будет гораздо больше уважения к нашему государству, когда я буду возглавлять его, чем это было при других руководителях. Вы сами поймете, что Россия будет уважать нас. Если Путину нравится Дональд Трамп, то знаете что? Это преимущество, а не недостаток. Я не могу точно сказать, поладим ли мы с Владимиром Путиным или нет. Надеюсь, поладим. Но есть и вероятность того, что не поладим. И если наши отношения не сложатся, то, положа руку на сердце, вы действительно думаете, что Хиллари выстроила бы отношения с Путиным жестче, чем я? Хоть кто-то из присутствующих в это верит? Глупости. «Никакой кнопки перезагрузки для России не будет», — добавил Трамп. Впрочем, признав факт причастности Москвы к хакерским атакам, он продолжает настаивать на том, что никакого влияния на исход голосования подобная деятельность с утечками информации через Wikileaks не имела. Кроме того, на пресс-конференции Дональд Трамп не мог обойти стороной информацию о наличии компромата на него, которую, по данным телеканала CNN, руководство разведслужб США представило Трампу в рамках брифинга, проведенного на минувшей неделе. Трамп назвал эти заявления неверными и вымышленными, обрушившись с критикой на американские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждение о наличии у Кремля компромата на Трампа чушью. В то же время на слушаниях в Сенатском комитете по разведке директор Национальной службы разведки США Джеймс Клэппер пояснил, что опубликована лишь небольшая часть итогового доклада. Он также подчеркнул, что одной из целей российской операции была дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Позднее Клэппер подтвердил, что досье о компромате было включено в доклад разведки, с которым был ознакомлен Трамп. Стоит отметить, что скандал с компроматом имел обоюдоострый характер. Издание BuzzFeed, опубликовавшее 35-страничный документ, уже подверглось критике. Информация, как-никак, была непроверенная. И сейчас у нас на связи по скайпу медиа-аналитик, приглашенный исследователь Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии Василий Гатов. Василий, здравствуйте. Итак, Василий, симптомом чего является вот этот вот разгоревшийся с компроматом скандал? Я бы сказал так, что это как бы две болезни, но симптом у нее пересекается. Одна болезнь – это как бы резкое недовольство демократического большинства, а в Америке в общем большинство демократическое, со случившимся поражением его кандидата. И поскольку пресса, особенно центральная, национальная пресса, является сугубо демократической, то понятно, что ее высказывания по поводу президента Трампа, ее желание найти любой ранний сильный компромат на Трампа очень высоко. Это как бы первая болезнь, первый симптом. Но второй симптом очень важный заключается в том, что эти выборы показали, что при всей кажущейся прочности и незыблемости американская избирательная система действительно не защищена от
определенного рода манипуляций со стороны внешнего актора, со стороны внешней силы, которая почему-то этого захотела. Василий, ну вот Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в предвзятости, и многие издания своих антипатий к нему во время предвыборной кампании и даже после нее не скрывали. Означает ли это, что журналистика сейчас перешла черту, за которой в особых случаях стандарты непредвзятости уже можно отринуть? Мне кажется, что настоящая журналистика ни в коем случае не должна отказываться от стандартов непредвзятости. Временное отступление, которое происходит под воздействием довольно мощных эмоциональных стимулов, давайте признаем, что это мощный эмоциональный стимул поражения ожидаемого кандидата, ожидаемого победителя, оно случается. Дискредитирует ли это американскую прессу навсегда? Ну, послушайте, американская пресса поддерживала в 50-е годы операции ЦРУ по свержению режимов в Гватемале, по борьбе с Кубой. Ничего, как-то пережили, восстановилась репутация через годы, иногда быстрее. Ну вот скажите, вы предвидите продолжение конфронтации президента и прессы в США, и чем и кому это может грозить? Я думаю, что, скорее всего, эта конфронтация будет то вспыхивать, то слегка затухать. У президента есть свои поклонники в американской прессе. Безусловно, у Белого дома есть определенные рычаги манипуляции своим пулом, хотя они существенно меньше и существенно менее жесткие, чем у Кремля, скажем, в отношении кремлевского пула журналистов и, соответственно, СМИ, допущенных в этот пул. И я полагаю, что примерно через 2-3 месяца, когда первые 100 дней повестка первого срока Трампа будет более-менее определена, стратегическая, и прояснятся внутренние дела, которые гораздо важнее для Америки, чем ее внешняя политика, американские СМИ перейдут в более рациональное состояние, чем то, в котором они находятся сегодня. Оно действительно не очень здоровое сейчас. Ну вот, Василий, очень коротко, если можно. Как выясняется, ведь многие журналисты видели этот документ с компроматом, но лишь 2 издания решили дать ему ход. Это дает надежду на то, что на пути фейков заслон все же можно поставить, или, как объяснил главный редактор BuzzFeed, отличать правду от неправды — задача аудитории теперь? Мне кажется, единственная ошибка BuzzFeed заключалась в том, что они опубликовали этот документ без достаточного количества комментариев. Так что я думаю, что это не совсем четкий пример фейк-ньюс, потому что этот документ, безусловно, представляет интерес для общественного мнения. Другое дело, как его публиковать. Это не то, что публиковать или не публиковать, а как публиковать. Это такой вопрос. Спасибо вам большое. Медиа-аналитик Василий Гатов выходил к нам на связь по скайпу. Скандал с компроматом в США ряд аналитиков назвали победой фейковых новостей. Фейковыми новостями по другую сторону океана, в России и Украине, сейчас никого не удивишь. О них в контексте российско-украинского противостояния говорится в экспертном докладе «Гибридная агрессия Кремля» российского политического деятеля Ильи Яшина. Илья сегодня у нас гость в студии. Илья, я приветствую вас. Ну, давайте вот на такую общую тему. Вот фейковые новости. Сейчас говорят, что мы существуем уже в таком мире постправды. И вы в своем докладе приводите пример фейковых новостей, таких известных, российских, на украинскую тему, в частности, вот Славянск, этот распятый мальчик. А если проводить параллели с событиями того, что сейчас произошло в США, можно говорить, что Россия сейчас и российские СМИ просто находятся в тренде, в таком в общемировом тренде? Ну, извините за каламбур. Трамп, конечно, не открыл Америку, когда написал свой знаменитый твит про фейковые новости заглавными буквами. Это тот вызов, с которым мир сталкивается уже не первый год. Это действительно серьезный вызов, и фабрикация новостей, публикация фейковых новостей – это один из главных методов ведения гибридной информационной войны, который, в частности, довольно часто используют кремлевские пропагандистские медиа. Причем как для внутренней аудитории внутри России, можно вспомнить историю с так называемым распятым мальчиком в Славянске, которая никак не подтвердилась, не было никаких доказательств, но тем не менее она была распространена на территорию всей России. Можно вспомнить эпизод, который дали в эфир так называемые журналисты из Russia Today после печальной истории со сбитым малазийским Боингом над Донбассом.
они опубликовали твит диспетчера Карлоса, якобы испанского диспетчера Карлоса, и со ссылкой на этого якобы существующего диспетчера говорили о том, что вот есть информация о том, что малазийский Боинг был сбит не с территории сепаратистов ракетой, а был сбит украинским истребителем. Но довольно быстро выяснилось, что никакого диспетчера Карлоса не существует, это фейковый аккаунт. И вообще по украинскому законодательству иностранцы не могут работать в местных аэропортах. Это... В общем, то, с чем мы имеем дело на протяжении уже долгого времени, это серьезный вызов, в том числе и вашей профессии, потому что журналисты, в общем, понимая прекрасно, что очень сложно конкурировать с такими фабрикованными новостями из социальных сетей, зачастую прекрасно понимают, что да, серьезная журналистика, расследовательская журналистика требует времени, требует кропотливости, а здесь можно просто что-то написать, вбросить какую-то громкую там желтую сенсацию и получить огромное количество линков, там, лайков, ссылок и так далее. Либо удар по репутации, правильно? Вот это, на самом деле, главный метод противодействия. Репутация. Институт репутации, мне кажется, в последние годы в журналистской профессии, в политической профессии очень сильно обанкротился, очень сильно подтачивается, и восстановление института репутации ключевой момент, который позволит нам защититься от этих гибридных методов агрессии, от всех этих фейковых новостей. Ну вот Украина с гибридной агрессией борется в меру силы, и новость этой недели – это запрещение вещания телеканала «Дождь» на территории Украины, и вообще 60 российских каналов сейчас запрещены к трансляции в Украине. Как вы можете оценить эффективность таких мер? Ну, это безумие. На мой взгляд, запрет телеканала «Дождь» – это абсолютно безумное решение. Я понимаю, конечно, что лес рубит, щепки летят, Украина защищается как может, но телеканал «Дождь» — это дружественный телеканал к Украине, и зачастую наши украинские друзья, защищаясь от агрессии Кремля, бьют по своим друзьям, и история с запретом телеканала «Дождь» — яркий тому пример. Я бы все-таки призывал наших украинских друзей как-то более тщательно разбираться в таких проблемах и не наносить ущерб тем политикам, тем медиа в России, которые на самом деле всегда относились к Украине дружественно, потому что таким образом они просто дают аргументы в руки кремлевской пропаганды. Вы могли наблюдать, как вчера рукоплескала вся кремлевская пропаганда решению о запрете «Дождя», прокомментировали крупнейшие кремлевские чиновники, и это решение используется Кремлем против Украины, потому что это решение ошибочное. Спасибо большое, Илья. Ну вот, возвращаясь к разговору о политкомпромате, с которого мы начали этот эфир, американское издание «Политика» накануне внесло вклад в эту дискуссию, опубликовав материалы о том, что украинские власти пытались помочь Хиллари Клинтон выиграть президентскую кампанию, распространяя информацию о коррумпированности экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. «Политика», в частности, утверждает, что в попытке дискредитировать Трампа официальный Киев распространял документы, согласно которым Манафорт якобы получил более 12 миллионов долларов из черной кассы бывшего президента Украины Виктора Януковича, консультантом которого он был до начала работы с Трампом. После разоблачений в августе 2016-го в разгар избирательной кампании в США Манафорт сложил с себя полномочия главы штаба, но Дональд Трамп продолжал отзываться о нем с большой теплотой. Илья, ну вот возвращаясь к этой теме, получается, что попытки породеть за своих кандидатов делались и в Москве, и в Киеве. Чего Украина так сильно опасалась в смысле того, что Трамп придет к власти, и с чем сейчас Киеву придется иметь дело, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что этот вопрос надо задавать в первую очередь украинским политикам, но фигура Манафорта действительно весьма любопытная. Человек на протяжении долгого времени работал с президентом Януковичем, абсолютно коррумпированным человеком, который сыграл весьма драматичную роль в истории Украины, человек, который поставил страну на грань гражданской войны, человек, политика которого привела страну к агрессии со стороны Кремля, и человек, который оставил, конечно, одну из самых черных страниц в истории Украины. Те документы, которые были опубликованы, имеют серьезный вес. Я не думаю, что их стоит рассматривать исключительно в контексте избирательной кампании, но тот факт, что господин Трамп окружает себя подобными фигурами, конечно, вызывают серьезные опасения и в Киеве, и среди оппозиционно настроенной части российского общества. Но, откровенно говоря, я бы не стал преувеличивать эту проблему. Да, к господину Трампу и к тем
людям, которых он предлагает на ключевые должности своей администрации, есть вопросы, есть серьезная тревога по поводу их высказываний, по поводу их биографии. В частности, конечно, очень любопытна биография будущего государственного секретаря Тиллерсона, друга ключевого путинского олигарха Сечина, с которым они вместе там ездили на рыбалку, вместе ходили в баню. Но обратите внимание на выступление Тиллерсона в американском Сенате на слушании, связанном с его назначением. Тиллерсон говорил о ценностях, Тиллерсон говорил о своей поддержке акта Магнитского, Тиллерсон говорил о поддержке независимости Украины. И это явно результат работы американских институтов. Это явно результат влияния на администрацию Трампа, будущую администрацию Трампа со стороны американского парламента, со стороны американских медиа, со стороны гражданского общества. Трамп не может это игнорировать, и его представители не могут это игнорировать, потому что это в России, там, да, Государственная Дума не имеет ни одного независимого депутата и абсолютно подконтрольна Кремлю. Но если Трамп пойдет на прямой конфликт со своей республиканской партией, если он пойдет на конфликт с Конгрессом и Сенатом, у него как минимум возникнут проблемы с утверждением бюджета. Поэтому то, как работают американские институты, вселяет определенную надежду. Ну вот еще в углубление темы о Тиллерсоне, вы уже начали об этом говорить. На этой неделе в Конгрессе экзаменовали кандидатов на ключевые посты в американской администрации. Вот в частности, конгрессмены с пристрастием 9 часов допрашивали Рекса Тиллерсона. И он является главой концерна ExxonMobil и кандидат Трампа на пост госсекретаря и по совместительству обладатель российской награды Орден Дружбы. Но, несмотря на наличие последней, Тиллерсон заявил на слушаниях, что Россия сегодня представляет угрозу мировому порядку, подчеркнув при этом, что Вашингтону нужен открытый и откровенный диалог с Москвой. Он также заявил, что США могут признать Крым российским только при условии наличия соглашения, которое уважало бы интересы Украины. Вот, Илья, возвращаясь опять к вашему докладу, вы в нем говорите, что приводите в пример Крым и говорите, что у западного сообщества нет действенных механизмов воздействия на, действенных механизмов защиты стран, на суверенитет которых покушается Кремль. Это вот отрывок из вашего доклада. А вы в идеале каким этот механизм видите? Ну, мне кажется, здесь ключевую роль должна играть Организация Объединенных Наций. Но конфликт вокруг Украины показал, что ООНовские механизмы, ну, мягко говоря, не очень эффективны. ООН систематически выражает обеспокоенность, принимает резолюции, но действенных механизмов защиты национальных суверенитетов, которые подвергаются агрессии со стороны каких-то там агрессивных режимов, таких механизмов не существует. И в этом плане, судя по всему, возникла необходимость в реформе Организации Объединенных Наций, потому что ведь когда мы говорим об Украине, мы говорим не только и не столько об Украине. Если Путин не будет остановлен в Украине, он пойдет, несомненно, дальше. И ключевые риски здесь связаны с судьбой балтийских стран, Молдовы, Казахстана. Если у Путина серьезные аппетиты, если он не будет остановлен в Украине, те методы агрессии, которые используются сегодня в Украине, будут использованы и в других странах. Они уже используются. Пропаганда, коррумпирование местных политиков, организация политических провокаций, генерация фейковых новостей, которые уже набили оскомину. Это те методы, с которыми сталкиваются сегодня со стороны Кремля и Германия, и Франция, и даже здесь, в США, это происходит. Да, в Украине есть определенная специфика, которую тоже, в общем, я изучаю в своем докладе. В частности, очень любопытно наблюдать, как в Украине происходит сращивание интересов Кремля и местных коррумпированных олигархов, которые сколотили свое состояние еще со времен Януковича. Ну, вот, в частности, очень любопытен кейс господина Онищенко, Александра Онищенко. Это такой газовый барон в окружении Януковича, который сегодня удивительным образом стал одним из главных спикеров, публичных спикеров против Украины в пропагандистских медиа. И, судя российские по всему, вы имеете в виду пропагандистские? Конечно, да. И, судя по всему, для кремлевской пропаганды Онищенко становится одним из таких главных таранов, которым собираются атаковать Украину в течение этого года. Вот любопытно наблюдать, как происходит сращивание интересов украинского криминала, олигархии, коррупционеров и Кремля, потому что и олигархи, такие как Онищенко, и Кремль заинтересованы в том, чтобы погрузить Украину в хаос. Олигархи будут использовать это для того, чтобы восстановить свои позиции, вернуть свою власть, а Путину это нужно для того, чтобы привести в правительство Украины, в президентское кресло Украины тех политиков, которые бы соответствовали интересам Кремля в понимании Путина. Ну вот вы предварили несколько мой вопрос, когда вы говорите о совпадении интересов Кремля
и совпадений интересов украинских олигархов. Вот я хотела здесь так общую картину какую-то нарисовать и попытаться сравнить. Военные среди назначенцев в новую администрацию говорят достаточно жестко в США о том, что с Россией надо иметь дело очень жестко, и вот кандидат на пост... Поправка, с Кремлем все-таки. Я всегда стараюсь оговариваться. Да, давайте скажем с Кремлем, да, или с Москвой, с официальной. Ну вот, кандидат на пост министра обороны накануне назвал Россию противником, которому США должны противостоять. А фигуры, перемещающиеся в эту администрацию из мира бизнеса, они как бы осуждают Россию, но в то же время не закрывают эти возможности для кооперации, для сотрудничества. Вы знаете, когда господин Трамп или господин будущий госсекретарь Тиллерсон говорят о том, что с Россией лучше дружить, чем воевать, я абсолютно с этим согласен. Конечно, лучше быть друзьями, чем врагами. И я, как российский политик, как российский патриот, заинтересован в том, чтобы между Россией и Соединенными Штатами были нормальные дружеские отношения, которые бы приносили политическую, экономическую выгоду нашим странам. Но давайте разберемся, что имеется в виду. Вот дружить с Путиным — это что значит? Дружить с Путиным в понимании Путина — это значит признавать его право на агрессию. Это значит признавать его право на военное и гибридное вмешательство в дела тех стран, на которые, как считает Путин, распространяется его влияние, распространяются его интересы. Это очень опасно. Вот эта вот политика задабривания диктатора очень опасна. Кстати, на эти грабли в свое время наступала и уходящая администрация. Мы помним, как бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон приезжала в Москву и вместе с Лавровым нажимала кнопку перезагрузка. Там, правда, произошла описка, нажали случайно кнопку перегрузка. Но, тем не менее, попытки такие были. Мы прекрасно помним, как уходящая администрация и команда Хиллари Клинтон активнейшим образом блокировали закон Магнитского, который вводит санкции против кремлевских жуликов, коррупционеров, ну и от представителей, откровенных представителей государственного криминала. Поэтому вот вся та риторика, которая сегодня исходит от будущего президента, от избранного президента и его окружения, мы всю эту риторику слышали от предыдущей администрации. Но когда от слов перешли к делу, то очень быстро выяснилось, что Путин просто недоговороспособен. С ним не о чем договариваться. И я искренне рассчитываю, что избранный президент Трамп и те люди, которых он приводит в свою администрацию, приглашают в свою администрацию, будут, ну, все-таки в первую очередь не прокремлевскими, не прокитайскими, не проевропейскими политиками, в первую очередь проамериканскими политиками. Их выбрал американский народ. А если они будут американскими политиками, они объективно не могут быть путинскими и прокремлевскими, потому что это абсолютно разные ценности. Я очень коротко, у нас в эфире совсем мало времени осталось. Вы свой доклад адресуете в какой-то мере этим новым людям в администрации, новому руководству США? Мой доклад в первую очередь, конечно, адресован российскому обществу, и презентовал я его в первую очередь в Москве, потому что... Но у него есть английская версия. Конечно, потому что в первую очередь россияне должны знать о том, как их деньги, бюджетные деньги, используются для установления контроля над соседними странами. Но я буду рад, если те аргументы, которые я выдвигаю, будут услышаны здесь, в США, в европейских странах, потому что, в конце концов, речь идет не только об Украине, не только о России, но и о глобальной безопасности. Спасибо вам большое. Нам, как всегда, не хватает времени в эфире. Надеемся на новые встречи. Я напоминаю, что российский политический деятель Илья Яшин был специальным гостем нашего эфира. Мы подводили итоги второй недели января. Дальше больше смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.